Карасу – приграничный район Орской области Кыргызстана. Дома местных жителей находятся в непосредственной близости от Узбекистана. После обострения ситуации на границе опасность различных инцидентов возросла. Накануне появилась информация, что на одном из постов гражданин Кыргызстана получил пулевое ранение и находится в больнице на территории сопредельного государства. Чтобы избежать таких случаев, погранслужба проводит беседы с жителями этих районов о правилах поведения рядом с пограничными постами и во время пересечения границы. 7 июня в 5 часов утра на участке Акбура в неположенном месте с территории Кыргызской республики на территорию Узбекистана проник наш гражданин на автомобиле «Тика». Там он не подчинился приказу пограничников Узбекистана и получил ранение. Сейчас мы разъясняем людям, живущим в приграничных районах, их права и обязанности, правила поведения на границе, места, где можно ходить, где нет. При малейшем неподчинении пограничники обоих государств вправе открывать огонь на поражение. Это и хотят объяснить людям. Таких потенциально конфликтоопасных сел на юге страны немало. Военные опасаются провокаций из-за незнания местными жителями правил поведения на границе. Вблизи чужой территории после теракта в Узбекистане нужно быть предельно внимательными. Именно жители приграничных районов чаще всего переходят границу в неположенном месте, а значит рискуют жизнью. Вы думаете, можно раз и убежать, а пуля-то быстро долетит? Люди стараются приспособиться к новым условиям и лишний раз не попадаться на глаза узбекским пограничникам. Но пересекать рубежи соседнего государства многим приходится по нескольку раз в день. О том, что здесь неспокойно, лучше других знают пастухи. Пастбище разделяет небольшая улица и железная дорога. За ними уже Узбекистан. А барашкам не объяснить, что там пограничники с автоматами. Акбаржан говорит, что часто ходит за границу, чтобы вернуть животных, перешедших на запретную территорию. Выпас скота превращается в ежедневный риск. Местные жители отправляют за потерявшимися овцами детей, надеются, что в них стрелять не станут. Есть такие места, в которые, как говорят, колючие проводы отрезаны, прорезаны. Бараны самовольно проходят, а придется, дети, которые пасут, вот как у нас вот это, вынуждены они пробегают туда и нарушая не делают. Пограничники планируют за несколько дней объехать все приграничные села. В ведомстве говорят, предупрежден, значит защищен. Между тем, усиление на кыргызско-узбекской границе сохраняется уже более 2 недель. Через блокпосты идет ограниченный пропуск граждан. Когда вернется нормальный режим, неизвестно.